азыркы мезгилде жана келечекте аттуу эл аралык илимий практикалык конференцияга катышуу үчүн меймандос кыргыз жерине туш келипсиздер. Hürmetlik imanlar, sizler Uygur ötmüşte, hazırlıklı mezgilde, gelecekte namlı ilmi praktikalık konferensiyaga katışıpsızlar. Meymandos Kırgız yerine hoş geldiniz. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, разрешите приветствовать вас на гостеприимной кыргызской земле и поздравить вас с открытием международной научной практической конференции на тему «Уйгуры. Прошлое, настоящее, будущее», посвященной 20-летию Ассамблеи народа Кыргызстана и 25-летию общества уйгуров Кыргызской республики Екипар. В последнее время существенно возрастает роль науки в обществе. Наука является определяющим фактором эволюции общества, независимо от исторического, социальных и культурных воззрений. С помощью научных исследований возможно определить состояние общества и управлять общественными процессами. Озвучить позицию научной элиты по проблемам развития уйгурского общества, этнической идентичности, просвещения культурной идентичности. Условия глобализации неизменно ведут к ассимиляционным процессам малочисленных народов. Изучение этих проблем с точки зрения науки позволяет предотвратить возникновение всякого рода межэтнического непонимания, страха незнакомого, следствием которого возможны межэтнические конфликты. Надеемся, что наша конференция позволит поднять на качественно новый уровень проблемы изучения уйгурского этноса в различных регионах проживания. А сейчас разрешите представить слово председателю Совета Ассамблеи народа Кыргызстана, академику Бектемир Мурзаибраимовичу Мурзаибраимову. Данная конференция саламатсыздарбы, урматтуу алыстан жакындан келген окумуштуулар, коноктор, мамлекеттик жетекчилер, Кыргызстан элинин ассамблеясынын кеңешинин атынан баарыңыздарды бүгүнкү эл аралык илимий практикалык конференциянын ачылышы менен куттуктаймын. Уважаемые участники международной научно-практической конференции, от имени Совета Ассамблеи народа Кыргызстана разрешите приветствовать вас на конференции и пожелать успешной работы. Проведение конференции является очень знаменательным событием в жизни как Ассамблеи народа Кыргызстана, так и общественного объединения «Иттифак». Так как было сказано выше, мы оба отмечаем юбилейные даты. Это мероприятие способствует сохранению единства народа и межэтнических отношений, а также укреплению государственности Кыргызской республики. Книга «Уйгуры» Кыргызстана повествует об истории, культуре, традициях уйгуров. Сейчас считаю, что в ваших руках достойная книга, достоверными фактами, являющаяся плодом совместного труда ее идейных вдохновителей, вице-председателя общественного объединения ИТП Хаджиева Артыка Абдрахмановича и изданные под руководством профессора, член-корреспондента Национальной академии наук и лауреата государственной премии Кыргызской республики Албабека Асанканова. На древней земле Кыргызстана уйгуры проживают с незапамятных времен. Их переселение продолжалось в течение всего 20-го столетия. Вместе с кыргызами и другими народами уйгуры прошли все этапы новейшей истории Кыргызстана, принимая самое активное участие в строительстве социализма, пострадали в годы политических репрессий, Великой Отечественной войны,
а также внесли весомый вклад в послевоенный период и период становления независимости Кыргызстана. И государственные, общественные деятели не только Кыргызстана, но и ближнего дальнего зарубежья, а также актив от общественного объединения «Иттифак» из города Узген, Ош, Галалбад, Такмак, Кашкарштат, Карабалта, Каракөл, Новопокровки и другие. Все это говорит о том, что уйгурская тематика вызывает интерес как внутри Кыргызстана, так и за его пределами. Одним словом, уйгуры, как самобытный народ, являются источником или объектом научного внимания и научного исследования. Подтверждением этого является сегодняшняя презентация книги «Уйгуры Кыргызстана», которую только получили. Хотел бы обратить особое внимание, уважаемые участники, на название этой книги «Уйгуры Кыргызстана». Именно уйгуры Кыргызстана, а не уйгуры в Кыргызстане. Мы рассматриваем это, то, что уйгуры являются неотъемлемой органичной частью кыргызского общества, кыргызского народа, готовые делить все радости и горести наравне с нами. Дорогие участники, я еще раз сердечно приветствую вас. Знаю, что среди гостей есть представители, которые знакомы с нашей страной. Есть и те, кто приехал первый раз. Уверен, что проведение этой конференции будет очень интересным для вас. Вы будете делиться своими ценными мыслями, в то же время поближе познакомиться с нашей страной. А актив уйгурским общественного объединения «Иттифак», которые приехали принимать участие с разных сел и стран, имеют возможность встретиться в Ассамблее народа Кыргызстана завтра в 10 часов. И мы продолжим тему, связанную с сегодняшней конференцией. Еще раз желаю участникам конференции успешной работы. Благодарю, дорогие. Слово предоставляется депутату Жугорку Кенеша Салимову Турсунтаю Близовичу. Саламатсызбы, урматтуу биздин чоң коллективибизге катышып аткан коноктор, алыстан келген коноктор барларына чоң рахмат. Бүгүн ошо биздин мерекебизге алыстан келип катышып бул ата-аналарга биз өзүбүздүн ыраазычылык билдиребиз. Азыр Бектемир Мырзаевич айткандай, это будущее, настоящее, дегенде мы выборы древний народ, как всем вам известно. Мы проживаем в Кыргызстане несколько сотен лет, но особенно после 50-х годов выборы массовое переселение в Кыргызстане. И я хочу подтвердить и сказать, что в нашем родном Кыргызстане нам, уйгурам, живется очень уютно, тепло. Это сегодня, после развала Союза, мы, уйгуры, можем говорить свободно о себе, о наших проблемах. Вот. Почему мы сегодня и собрались? Хотим как-то свое, наши проблемы, которые были, и на сегодняшний день хотим решить, наверное. Поэтому, уважаемые гости, я хотел поблагодарить всех, кто сегодня присутствует на этом мероприятии. И в дальнейшем, какие вопросы будут, я вам будем решать. Предоставляется зам. Отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента Кыргызской Республики Карыбаеву Мире Аскеровне. Своему объекту социально-экономическое и культурное развитие Кыргызстана. И по достоинству оценивается государственный неустанный труд профессоров, докторов наук, депутатов Жогорку Кенеши и местных Кенешей,
работников силовых структур, отличников образования, культуры, здравоохранения и спорта, выходцев из числа уйгурского народа. Ассоциацией ТИПАК было проведено около 200 мероприятий, призывающих всех к взаимному уважению, миру и согласию в стране. С 2010 года общественное объединение уйгуров и ТИПАК возглавляет Артек Абдрахманович Хаджиев. Благодаря его энергии и творческому подходу члены ИТИПАК проводят активную работу по укреплению межэтнического согласия и единства народа Кыргызстана. Практика показывает, что векторы единства народа и сохранения многообразия при наличии ясной государственной политики и доброй воли не противоречат, а дополняют друг друга. В этих новых условиях Ассамблея народа Кыргызстана в целом и организации этнических сообществ, входящие в нее, должны стать по-настоящему общегражданским и общенародным институтом. Надеюсь, что данная конференция станет яркой демонстрацией достижений как Ассамблеи, которая отмечает 20-летие в этом году, так и общества уйгуров и ТИПАК. Надеюсь также, что эта конференция станет новым шагом в изучении положения и состояния истории и будущих перспектив развития уйгурского народа. Уверена, что деятельность общественного объединения уйгуров и ТИПАК в Кыргызстане будет далее еще более эффективной и плодотворной. Желаю всем гражданам нашей страны, в том числе уйгурам, проживающим в Кыргызской республике, и тем гостям, которые прибыли на это важное мероприятие, крепкого здоровья, благополучия и счастья. Верю, что вместе мы построим свободную и процветающую страну. Спасибо за внимание. Спасибо, Мира Аскерьевна. А сейчас разрешите предоставить слово директору Государственного агентства местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве Кыргызской республики Касиеву Накен Касиевич. Рахмат. Урматтуу мекендештер, урматтуу конференциянын катышуучулары, бизде Кыргызстандын кайталангыс бир өзгөчөлүгү бар. Көп улуттуу элибиз, биздин өлкөбүздүн күбөлүгү, ал эми анын жетишкендиктери биздин баа жеткисиз байлыгыбыз экендиги бул анык. Кыргызстандын эли жергиликтүү коомдун өзгөлүү жана ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Себеби ал коомго улуттук колорит берип, мамлекетибиздин уникалдуу экендигин айгинелеп турат. Көп улуттуу элибиздин асыл нарктуу, кылымдарды карыткан каада салттарынын, маданиятынын, өрнөктүү жашоосунун, улуу дастандарды жараткан акыл сөз байлыгынын өлкөбүздүн бардык жарандары өзгөчө жаштар үчүн терең мааниге ээ болуп жаткандыгы заманыбыздын айкын талабы болуп эсептелет. Элдин биримдиги, өлкөнүн тынчтыгы, мамлекеттин туруктуу өнүгүү, өңгү таасын жана терең сөздөр Кыргызстандын ар бир жаранынын сезимине бекем орун алууга тийиштеп мен эсептеймин. Өлкөбүздүн ар бир тургуну элдин биримдигин, улуттук мамлекеттин мүлкүн негизги бекемдөөгө, өнүгүү процесси андан ары өрчүндөтүүгө өз салымын кошууга тийиш. Мекенибиздин эң башкы байлыгы болуп эсептелген өлкөбүздүн көңүлдүү эли. Ал эми биздин эң башкы сыймыгыбыз, элибиздин ичиндеги биримдик, ынтымак жана жалпы жарандык мекенчил сезимдер экендиги талашсыз. Жалпыга маалым болгондой, ушул жогоруда айтылган асыл нарктуулуктагы касиеттер жана мамлекетибиздин келечекке карай кенен арыштуу өнүгүп өсүшүнө өбөлгө түзмөкчү. Азыркы мезгил дүйнөдөгү саясий кырдаал биздин коомчулуктун бүт жарандык күчүн, көз карандысыздыктын жетишкендерин коргоого, мамлекетибиздин тынчтыкты, туруктуулукту жана улуттук биримдикти бекемдөөгө, өлкөбүздүн көп кырдуу социал-экономикалык өнүгүү деңгээлин көтөрүүгө жумшоо бүгүн талап кылып жатканы бар. Тарыхка кайрылсак, байыркы замандардан бери түрк жана иран тилдүү элдер менен каада салттары бирдей, этностук жалпылыктары окшош боордош кыргыз жана уйгур калкы ынтымак рашкерликте алакалашып, өрнөктүү өмүр сүрүп келишкен. Кыргыздар менен уйгурлардын үрп-адатында, салт санаасында жана тарыхында көптөгөн орчундуу окшоштуктар өтө аргын. Байыртадан бир аймакта жашап, бир булактан суу ичип, бир тилде баарлашып, бир күндү тутушуп,
bir Kudayga sıyınışkan, eli şartlar bilgilögü düşüp, kuvanyçı menen kaygıсын birge bölüşken el bolup esepteleriz. Bugünkü günde Kırgızstanda 50 binden aşık etnikalık Uygurlar yaşap jatar. Uygur elinin emgeginen barda жалпы элдин урмат сыйына татыган чыгаан уулдары ардын жана мен бүгүнкү конференциядан пайдалануу кээбелерин айтып коеюн. Ибрагимов Исраил Момунович, Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер, Бабажанов Сабит, художник, Кыргыз Республикасынын художниктер союзунун мүчөсү, Темиров Айтурган, өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынын жылдыздай болгон эр артиси, Каримов Султан, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артиси жана башка уйгур элинин мыкты уул кыздары. Бүгүнкү күндө уйгурлар өлкөбүздөгү башка этностор менен бирге мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө, экономикалык, социалдык өнүгүү иштерине өздөрүнүн барымдуу саламдарын кошууда. Орто Азияда эң бир байып элдердин биринен болгон уйгурлардын өтө татаал жана тереңде жаткан тагдыры көпчүлүккө белгилүү. Уйгур эли эмгекчил, акпейил, замандын жаңы чакырыктарына тез кабылдоочу калп экенин баарыбыз жакшы билебиз. Кыргызстандын көпүлүктүү коомчулугунун алдында өлкөнүн өнүктүрүү боюнча аракеттерди күчөтүү боюнча жаңы талаптар коюлган азыркы тапта уйгур элинин өкүлдөрү дагы бул жагынан эң жакшы иштерге татыктуу жана жакшы иштеп жаткан учур. Бул максаттарда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу этностор агенттиги 2014 жыл ичинде көп улуттуу жергиликтүү жамааттар менен диаспоралар тарабынан белгиленген маданий иш-чаралардын уюштурууну өткөрүүгө багытталган орто жана чакан долбоорлордун каржылык жактан колдоо пландарыбыз менен иштин да мүмкүнчүлүгү жалпы элибиздин келечеги үчүн өнөктөштүккө кызмат кылышууга чакырабыз. Элди тынчтык жана тилектештик күндөө менен элдерибиздин ортосунда байыртадан келаткан бир туугандарыбызды ынтымакташкерибиз мындан ары да бекемдей беришине мен чын дилимден тилектешмин. Рахмат, Рахмат, Владимир Васильевич, сейчас разрешите представить слово нашим гостям из Турции, Феридун Кермези-оğlu. Selamünaleyküm. Şimdi burada bir konuşma için benim bir hazırlığım yoktu ama böyle nadide bir toplulukta bulunmuş olmaktan dolayı birlikte geldiğimiz arkadaşlar ve ben gerçekten çok mutluyuz. Orta Asya'da yer alan tüm Türk kökenli veya Müslüman olan topluluklara karşı Türkiye'deki insanların her zaman sevgisi, kardeşlik duyguları yüksek olmuştur. Tüm siyasi yelpaze içerisinde yer alan insanların tamamının aslında bütün dünya mazlumlarına, dünyadaki bütün mazlum ülkelere muhabbeti varken Türk Cumhuriyetlerinde yer alan insanlara olmaması mümkün değildir. Aslında son 100 yıldaki meydana gelen bütün olaylarda hepinizin de gözlemiş olduğu gibi dünya çapında bir adalet problemi vardır. Dünya içerisinde yer alan milletlerin dünyanın zenginliğinden istifadelerinde bir adaletsizlik meydana gelmiştir. Ve o adaletsizlikten kaynaklanan çok ciddi sıkıntılar vardır. İşte son yüzyılda ve son yıllarda bütün bölgelerde aslında meydana gelen çatışmaların, problemlerin, savaşların ana sebebi budur. Ne zaman ki bu adaletsizlik giderilir, dünya kaynaklarından dünyanın her tarafında dağılmış bulunan
mazlum insanlar istifade eder hale gelir. O zaman hepimiz bulunduğumuz bölgelerde rahata ve huzura kavuşuruz. Uygur Türklerinin yaşamış olduğu sıkıntının ana temeli budur. Yüzyıllardır üzerlerinde uygulanan baskılar ve zulümler onlara adaletsiz bir yaklaşımın sonucudur. Adalet olmadığı zaman hiçbir şey olmaz. Roma İmparatorluğu yıkılmıştır. Bizans İmparatorluğu yıkılmıştır. Tarihte zulüm yapan bütün devletler, bütün hakim güçler yerle yeksan olmuştur. Zulümle abad olunmaz. Bu bizim atasözümüz. Zulüm bir gün yaptıklarının karşılığını kat ve kat bulur. Zulüm yapan insanlar, toplumlar, devletler öyle bir gün gelir ki o gün biz bunu niye yaptık diye yakınır hale gelirler. Çünkü tarihin akışı böyledir. Allah'ın sünneti de bu yöndedir. Bu sebepten dolayı Uygur Türklerinin bugüne kadar çekmiş olduğu veya diğer bölgelerde çekilen bütün sıkıntıların, bütün zulümlerin, bütün adaletsizliklerin ben bir gün sona ereceğini ümit ediyorum ve buna iman ediyorum. Allah'a nasıl iman ediyorsam buna da öyle iman ediyorum. Onun için bu tip toplulukların bir araya gelen görüşmelerin, toplantıların en önemli yapacağı, elde edeceği sonuç bence böylesi bir dünyaya, böylesi bir sıkıntıların bitmiş olduğu bu topluluğun tekrardan istiklaline, bağımsızlığına, hürriyetine, tekrardan adaletli bir medeniyet inşasına yola başlayacağı gün kendi gençlerini, kendi istikbalini ne derece hazırlayabildiği sorusuna vereceği cevapla ilgilidir bütün bu toplantılar. Onun için okuduğumda o kitaptan da çok etkilenmiştim ve o kitabı üniversite döneminde en az 100 arkadaşa hediye ettiğimi biliyorum. En az 100 arkadaşa. Ve sonra bildiğimiz işte bu Kırgızistan Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve bugünlere gelinen bir toplum yapısıyla karşılık karşıyayız. Şimdi biz geldik buraya ziyaret yaptık. Dolayısıyla bizim Cengiz Aytmatov gibi, Dostoyevski gibi, Anar gibi, Bahtiyar Vahapzade gibi, Necip Fazıl gibi Uygur Türklerinin de kuvvetli bir kendilerini tanıtacak yazara ihtiyacı var. İşte bu yazarı bu tip toplantılar ve bizlerin yardımlarıyla ben oluşacağına, çıkacağına inanıyorum. Buhara, Taşkent, Kaşgar, Semerkant, Tebriz, Bakü, Konya, Kayseri, Bursa, İstanbul, Saraybosna, işte böyle bir hatta biz yer alıyoruz. Bu hattan biz İstanbul'dan geldik, arkadaşımız Ankara'dan geldi. Dolayısıyla Ebu Bekir kardeşimiz kendisi Kayserili. Böyle bir hattın biz duygularını taşıyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize bu hattın tamamından selam diyorum. Слово для приветствия нашему гостю из Германии Ульрих Делюс. Пожалуйста. On Uyghur issues and always admired
your strength in promoting Uyghur culture, language and identity. Я благодарю вас за приглашение на вашу интернациональную конференцию, посвященную 25-летию ИТИПАК, уйгурского сообщества в Кыргызской республике. Это великая честь для меня присутствовать здесь, так как я следил за активностью ИТИПАК годами. Я встретил ваши делегации во многих межнациональных конференциях по вопросам уйгурской культуры и всегда восхищался вашей силой и желанием продвижения уйгурской культуры, языка и самосознания. Being an NGO representative and working for more than 28 years for the Society for Threatened Peoples, I'm aware of the challenges every NGO is facing today in order to create awareness for the topics in a modern society. I want to congratulate you from my deepest heart that you have succeeded and have survived in a difficult context. Today, after more than 2 decades of relentless activities, you are representing an internationally well-respected NGO which looks into a bright future. Как представитель НПО, работая более 28 лет в обществе по защите прав человека, я волнуюсь, я озабочен трудностями, с которыми сталкивается НПО каждый день для создания своего продвижения в новом обществе. Я хотел бы поздравить вас от сердца, что вы так далеко продвинулись в столь сложные времена. Сегодня, после более чем 2 десятков безостановочной и упорной деятельности, вы представляете международный успех в работе НПО, которая движется в светлое будущее. You might wonder why I'm confident that you are facing a bright future, having in mind all the difficulties in your day-to-day activities. I'm optimistic because you have been concentrating on the right issues, and these are the topics, especially creating awareness on Uyghur culture and identity. Вы можете лишь предполагать, почему я так уверен о том, что все это движется лишь в светлое будущее, будучи посвященным во все те проблемы, которые вы встречаете в своей ежедневной деятельности. Я оптимистичен, потому что вы концентрируетесь лишь на важнейших проблемах создания, развития и продвижения уйгурской культуры и самосознания. Everyone has culture. However, while we are born into cultures, we are not born with culture. Culture is something that we have to learn. Culture is dynamic and adapts to changing circumstances. It's important to understand that there is as much variation in cultures as between them and that individuals express their culture in various ways depending on the circumstances. Каждый принадлежит какой-то культуре. Однако мы рождаемся и приходим в культуру, а не рождаемся вместе с ней. Культура – это то, что мы обретаем. Culture refers to customs, practices, languages, art, dress, food, lifestyles, attitudes, behaviors, and values that define social or ethnic groups such as the Uyghurs. Cultural identity is important for people's sense of self and how they relate to others. A strong cultural identity will contribute to people's well-being. Культура зависит от таких вещей, как традиции, язык, искусство, национальной одежды, жизнь, стиль и привычки, а также поведение и ценности, которые определяют социальную или этническую группу, такую как уйгуры. Культурное самосознание очень важно для представителей каждого народа и для того, как они могут реагировать на представителей других культур, соседствующих с ними.
Сильное культурное самосознание привнесет большой вклад в единство народа. Ethnicity and cultural identity are not always easy issues. Some states which have experienced this massive inter-ethnic fighting today are reluctant to officially recognize the existence of different ethnic groups. For example, in Rwanda, they are telling the people that they don't have to refer being Hutu or Tutsi, but national citizens. But the experience has shown that these attempts to create a national unique identity have failed, and that they still are aware that they belong to one ethnic group, the Hutu or the Tutsis. Assimilation neither has been a solution to ethnic or communal conflicts. People do know and should know to whom they belong to, who are their ancestors, and what will be their future. In this sense, I'm lauding the relentless efforts of ITIPAC to make sure that future generations will share both knowledge of Uyghur culture and traditions. Этническое и культурное самосознание не всегда было простым вопросом. Некоторые страны, которые имели опыт массивного межнационального столкновения, сейчас очень остро реагируют на повтор подобных случаев. И очень сильно реагируют на различия между этническими группами в собственных странах. К примеру, Рванда заявляет своим жителям забыть о таком этническом и культурном сознании, как Хуту или Тутси, и требует от них признания того, что они граждане Рванды. Но опыт показывает, что эти попытки создать национальное общество, конкретно национальное общество, абсолютно безуспешны, так как они все так же считают себя членами национального общества, национальной культуры Хуту или Тутси. Ассимиляция была таким же плохим опытом, как и этнические конфликты. Люди знают, кто они и кем они должны быть, и кому, какой национальной этнической группе они принадлежат, и кто их предки. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO recently has expressed its concern that globally the ethnic diversity is shrinking. It's an alarming development that every month 2 entire peoples are disappearing on a worldwide level. The threats they are facing are various. Sometimes they are suffering from a policy of assimilation, sometimes urbanization, and modern mainstream life have a negative impact on cultural diversity. Образовательный и научный департамент Объединенных Наций выражает свою озабоченность, что глобальное этническое различие на данный момент сокращается. И очень тревожащий факт, что каждый месяц исчезает 2 народа на международном уровне. Проблемы, с которыми сейчас сталкиваются шелковым путем. Этот путь играл роль моста между соединением восточной и западной культуры. Много стран голосует за восстановление древнего шелкового пути. В июне 2014 года ЮНЕСКО признала шелковый путь как одно из мировых культурных наследий. Десятки древних гробниц, дворцов и пагод будут подвержены большей защите и поддержке. Среди этих 33 монументов вдоль шелкового пути 3 находятся в Кыргызстане и были поставлены под учет и защиту. Despite calls by UNESCO and Chinese NGOs, the centuries-old famous city center of Kashgar has nearly been completed
completely destroyed in the last few years. The unique old city center has been renamed Venice of the East by travelers who were fascinated by the great number of lost and traditionally decorated old buildings. This destruction of old Kashgar marks a great loss for Uyghur culture and world heritage. Несмотря на просьбу ЮНЕСКО и китайских НПО, уникальный центр города, который был назван Венецией Востока, путешественниками, которые были очарованы огромным количеством мечетей и традиционно украшенным старым зданием. Разрушение старого города Кашгар отмечает огромные потери для уйгурской культуры. One last sentence that I'm wishing for the next 25 years of ITIPAC that you will maintain your strength and commitment to ensure that Uyghur culture and identity will be preserved. И желаем в ближайшие 25 лет удачи в продвижении и поддержке уйгурской культуры и организации ИТИПАК. Спасибо, господин Лузик. Спасибо. Сейчас разрешите представить слово председателю общества уйгуров Казахстана, члену Ассамблеи народа Казахстана Нурумову Шахимардану. Тема сегодняшней конференции очень глобальная, большая. Вот, поскольку каждый из нас знает, сейчас тут ораторы подчеркивали, что уйгуры не только древнейший народ Востока, но и мира. Поэтому сегодня прошлое, настоящее, конечно, понятно, на будущее, я надеюсь, значит, будет у нас здесь, в процессе работы конференции, значит, прогнозы наших ученых. Biz ilk kun bo'ldi Bishkekka keldik. Balamda aytdik qo'y, жаңа terminде уже. Uyg'urlar уже Қазақстанның uyg'urlari, Qirg'izning uyg'urlari. Бұл да осы бір өзіміздікі эпохадағы жаңа бір жаңалық. Осы жерде таныстық. Құдайға шүкір, қазақ халқының, қырғыз халқының жеріне рахмет, қырғыз халқының президентіне рахмет. Қырғызстанның ұйғырлары бәрі халықпен бірге жақсы өмір сүріп жатты. Сол үшін мен Қазақстан ұйғырларының атынан құрметті бауырларым, туыстар, сіздердің президенттеріңізге үлкен рахмет. Hürmetli kardeşler, жаңа yaşımızda kardeşler, biz Kırgız halkı bilen yüzlügen emez, mыңған жылда bir yaşayıyoruz. Мы киргизами уже не только сотни лет, тысячи лет вместе по соседству в Грузии живем, в одном мегаполисе. Для кого-то далекой Сибирь, а для наших в родном Сибири вместе по соседству жили. И сейчас, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, бір тұрмыз. Әміміздікі вәтіне, тарихи вәтіне Шинжаң ұйғыр автоном районды ма, Қырғыз автоном облысы ма. Бүгінгі күнді ма, Бана мұны ұйғырныке чоң темісік бекшылаған ilmi конференциядегі Қырғызстанның жүрегі Бишкекті болады міне. Еще раз подчеркивать, какие мы с вами родственные, родные люди. Сол үшін және бір рет сіздерге үлкен рахмет Қырғызстан. Вот здесь есть представители из нашей Турции, туыстар, қарындаштар келіпті. Сізге үлкен рахмет. Сіз айттыңыз, Қайсаридан қонақ келді, мехман келді. Прямо в центре Кайсари, чуть возвышенности, ну сейчас, конечно, среди 9 этажей, есть джами. Старейшее здание, мечеть. Сол мечеттің ішінде жазылған. Мечеттің ішінде. На английском и на турецком. Бұл жами 1309 жылы. Бірінші сұлтан Салахеддин Аль-Эритна салған деді. Запятая, полковой с Чингисхана, запятая, уроженец Нового Туркестана, то есть Восточный Туркестан. Біздің қандаш ұйғыр деген сөз. 1309 жылы Қайсарида, Қайсари дегенде есіміз келіп отыр. Тұтынушылар, сіздермен біз бауырлас, өзіңіз айттыңыз, ұйғыр түріктер деп
қазақ түркі деп бөлінеміз, мына жерде қырғыз ұйғырлары дейміз, ана жақта қазақ ұйғырлар, Қазақстан ұйғырлары дейміз. Қайда болмасақ аман болайық, сау болайық. Бір-бірімізбен осындай бүгін той, бұл әкелген арасында қарындастар той. Әміміздің біріміздің бешіміздің қошып, біздіңке халқымдеке, менің мілтімдеке, өткен аяты де, бүгінгі аяты де, келәчігі де, мана мұшта бір чоң бір мәмлекетінеке пәйтәті де, алына жырды. Ондың көп мәмлекеттердің мемалла келер, мұшты отырылып, мұхаққымы қуаттырымыз, о сілерден біздің бәқтіміз қарындастар. Шының үшін, желаю вам всем, уважаемые ученые, уважаемые участники сегодняшней научной конференции, плодотворной работы, творческой работы. Я уверен, что сегодняшняя работа конференции останется как важная страница исследования истории моего народа, истории уйгуров, древнейшего народа мира. Спасибо вам всем за приветственные слова. Спасибо, уважаемый Гаскин, Захар Гасевич, Юрий Владимирович, всем гостям нашим. Очень долго не было горы Кыргызстана. Пожалуйста, сейчас. На протяжении своей многовековой истории уйгурский народ создавал могущественные государства. Заметный след в мировой цивилизации оставили, например, такие образования, как уйгурский каганат на реке Орхон, уйгурское караханитское государство со столицей в городе Кашгар, уйгурское ганьчжоуское государство на территории современной провинции Ганьсу. Но самым долговечным было уйгурское турфанское государство со столицей в городе Бешбалык, близ современного Урумчи, и второй столицей городом Турфан. Это государство существовало около 5 столетий. Образование уйгурского турфанского государства было связано с распадом уйгурского каганата на реке Орхон. В результате нашествий многочисленных врагов и под воздействием природных катаклизмов в 840 году уйгуры уйгурского каганата на Орхоне были вынуждены переселяться на окраины своего государства. Muhabbet şerbetiyle içtim kazanda kaynıma usulü. Bu hali dünyadın kettem beni yıllar. Beni yıllar. Muhabbet şerbetiyle içtim kazanda kaynıma usulü. Bu hali dünyadın kettem beni yıllar. Beni yıllar. Уйгурский народ вместе с другими этносами страны устанавливал советскую власть в республике, боролся против басмачества, принимал участие в ликвидации безграмотности, организовывал колхозы и совхозы, развивал промышленность, пережил годы сталинских репрессий, бок о бок защищал родину.